Последствия практики концентрационных лагерей, построенных Коммунистической партией Китая в Восточном Туркестане, сказывается на демографической структуре региона. Согласно отчету австралийского информационного портала Mercator.net, начиная с 2017 года численность уйгуров значительно сократилась. Составители отчета отметили, что мир упускает демографические изменения уйгурского региона, рождаемость в котором заметно сократилась с момента постройки лагерей перевоспитания. Согласно официальным данным, 3 года назад в уйгурском регионе родилось 345 тысяч детей, а в прошлом году эта цифра снизилась до 205 тысяч. Процентное соотношение рождаемости сократилось с 15,88 до 8,4. Также заметный спад рождаемости зафиксировали в Хатане и Кашгари. Американский антрополог и общественный деятель Адриан Зенс заявил, что снижение напрямую связано с концентрационными лагерями. Секретные службы Бельгии заявили, что постоянное представительство Мальты при Европейском Союзе в Брюсселе содержит технические инструменты, используемые Китаем для шпионской деятельности, сообщает французская газета Le Monde. Информация вызвала много шума и в мальтийских СМИ. Опасения бельгийских спецслужб вызвал факт закупки у Китая деревянной мебели и офисной принадлежности на сумму $300 тысяч в ходе ремонта в 2007 году. Французская газета сообщила, что впервые подобные сведения бельгийские чиновники получили в 2010 году. В интервью телеканала РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не имеют права вводить санкции в отношении Китая, обвинив Поднебесную в сокрытии информации о коронавирусе нового типа. Лавров отметил, что понять причины появления и процесс передачи вируса от человека к человеку является ключевым в разработке вакцины. «Я считаю неправильным введение санкций только из-за предположения, что вирус был создан Китаем», — сказал Лавров. Власти США, которые ввели новые ограничения для китайской компании Huawei, объявили, что не позволят компании приобретать полупроводниковые микросхемы с использованием технологий и программного обеспечения США. Госсекретарь США Майк Помпео выступил с письменным заявлением о решении, принятом Министерством торговли США. Указав, что китайская корпорация была включена в черный список в мае 2019 года, Помпео заявил, что несмотря на запрет, Huawei продолжила закупать полупроводниковые микросхемы на основе программного обеспечения и технологий США. «Мы не потерпим попыток Коммунистической партии Китая подорвать неприкосновенность частной жизни наших граждан и целостность сетей следующего поколения во всем мире», — сказал Помпео. Министр иностранных дел США добавил, что для предотвращения нарушений законов Соединенных Штатов правила, касающиеся иностранной продукции, будут расширены. В рамках проекта, предоставленного компанией Two Africa, Facebook совместно с рядом телекоммуникационных компаний, включая китайский Mobile International, Telecom и Vodafone из Египта, протянет вокруг Африки 37 тысяч километров интернет-кабеля. В рамках проекта, который завершится в 2024 году, в 16 африканских странах появится 21 точка доступа. Отмечается, что поставщики услуг в этих странах будут обеспечивать пропускную способность на справедливой и равной основе для нейтральных центров обработки данных или кабельных станций открытого доступа.